Репортажи из Чечни становятся главной темой новостей всех телеканалов России. Все, даже самые серьезные столкновения, происходившие до этого в Чечне, не идут ни в какое сравнение с тем, что разыгралось на этой неделе в среду около города Урус-Мартан. Ожесточенный и кровопролитный бой, длившийся почти целый день, не только унес более сотни жизней, но и заставил задуматься, почему группировка Беслана Гантемирова, блокированная штурмовой группой правительственных войск, так и не получила поддержки от других формирований вооруженной оппозиции. Не могли или не хотели двинуться на помощь гантемировцам отряды Лобазанова и Автурханова. Ответа на этот вопрос нет. На выручку бросились только жители Урус-Мартана, без всякой организации, вооруженные как попало, у кого что нашлось, а большинство и вовсе безоружные. Не появились и российские боевые вертолеты, которые, если верить информации официального Грозного, часто летают в небе Чечни. Вообще о военной поддержке оппозиции со стороны России здесь говорят много. Кабинет министров республики даже принял постановление, в котором заявил протест правительству Российской Федерации и потребовал прекратить боевые действия на территории Чечни. Правда, увидеть хотя бы одного российского солдата или офицера вашему корреспонденту за все время пребывания в Чечне не удалось.